Во время визита в штаб-квартиру Ассоциации культуры и солидарности Восточного Туркестана лидер партии Большого единства Мустафа Дестирджи заявил, что Китай, оккупировавший уйгурский регион в 1949 году, подвергает репрессиям и геноциду 35 миллионов уйгуров и других тюрков для того, чтобы заставить их забыть свою историю и происхождение. В свою очередь, председатель партии Саадет Карамулла Оглу, который призвал Турцию увеличить поддержку мусульманам Восточного Туркестана, сделал следующее заявление. Их содержат в лагерях перевоспитания, где заставляют отказаться от своей веры и культурной идентичности. В их семьи подселяют китайцев, называя это практикой и обучением. Да пропадет такое обучение. Прошу Всевышнего помочь нашим братьям. Нашей обязанностью является поддержать их хотя бы отказом от китайской продукции. В городе Алматы была проведена молитва в честь узников лагерей перевоспитания, являющихся свидетельством притеснений и нарушений прав человека в Восточном Туркестане. Карлин Махпиров из Всемирной ассамблеи тюркских народов сделал следующее заявление. Активисты правозащитного центра «Атажурт» и представители тюркских народов помолились за миллионы уйгуров, казахов, киргизов, узбеков и татар, содержащихся в концентрационных лагерях. В мероприятии приняли участие ученые, политологи, правозащитники и представители государственных учреждений города Алматы. Высокопоставленный представитель Пекина в Гонконге Ван Чжимин снят с должности. Государственное телевидение Китая опубликовало новости об увольнении китайского чиновника без указания причин такого решения. Новым представителем Пекина в Гонконге стал 65-летний Луо Пунинг. Китайское отделение связи, которым руководил Ван, стало объектом критики Пекина из-за недостаточной оценки демонстраций. По сообщениям гонконгских СМИ, Ван был уволен по причине того, что уделял внимание элите и богачам, отдалившись от народа. В ответ на претензии Китая на архипелаг Натуна, Индонезия усилила меры безопасности в Южно-Китайском море. По сообщениям газеты «Республика», 2 военных корабля достигли континентального шельфа для защиты законных интересов Индонезии. Общее количество индонезийских военных судов, несущих службу в акватории Натуны, достигло 5. Министр иностранных дел Индонезии заявил, что претензии Китая не имеют правовой основы и являются нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Иностранные силы, оказывающие поддержку ливийскому генералу Хафтеру, нанесли авиаудар по военному училищу, расположенному в Триполи. Официальный представитель Министерства здравоохранения Ливии Февзи Унейс сообщил, что в результате авиаудара погибло 28 человек и было ранено 18. Ожидается увеличение количества погибших и раненых.